Здравствуйте, мы сегодня находимся в рестобаре «Крыша», и мы сегодня возьмем интервью у моей однокурсницы, замечательного человека, у Инессы Инфинити. Она занимается аэр-йогой, до этого работала судебным приставом, до этого еще в какой-то бюджетных организациях, но она сама расскажет. Расскажите, Инесса, вот как вы пришли к занятию йоги? Почему вы же работали в госструктурах, почему решили уйти с соцпакета, да, и прийти в свободное плавание? О йоге я впервые узнала, это еще было в 2010 году, когда работала студия в центре города, называлась она «Белые облака». Сейчас она не закрылась. Вот, и информации не было никакой. То есть я читала, что это здоровая спина, и я настолько это продлила, что начала заниматься йогой только в 2017 году. И то я увидела в Инстаграме объявление о том, что приезжает преподаватель из города Ришикеш, из Индии, Випин, мини-мастер у него есть псевдоним. И я записалась для себя из любопытства, что же такое йога, тем более из Индии. Я благодарю Веринею, которая открыла мне эту дорогу. И когда я пришла в студию, я не ждала чего-то особенного, как многие ждут, что же меня ждет. Я просто начала заниматься, и занятия у меня длились дней 10. И параллельно я искала что-то такое для себя особенное, чем бы я могла заниматься для души. Но я не думала, что это будет йога и станет частью моей жизни, осознанной. И я начала замечать, что я начала чаще улыбаться, что что-то внутри происходил, какой-то процесс, я не могла это объяснить. И я увидела еще одно объявление, что требуется преподаватель аэро-йоги. Скорее всего, мне понравилось больше слово аэро. Аэро у меня что-то сложилось такое, что это летающее, что-то воздушное. Это было в Палладиуме, тоже этой студии уже нету. Я пошла к ним на собеседование. И я поняла, что я так не справлюсь, обучаясь по Ютубу, непонятно как, и что качества никакого не будет, потому что я не знаю, какой будет план обучения. И все сложилось так, как по звездам. И я начала искать, где бы мне пройти обучение. Я поняла, что есть люди, которые помогают в этом, как наставники. Мне посоветовали самую лучшую студию в Санкт-Петербурге. Я позвонила туда и записалась уже на обучающие курсы, которые были как раз в конце августа, в начале сентября, и это удачно очень совпало. Я полетела и оказалась среди людей, которые были раньше преподавателями фитнес-залов. Я у них спросила, почему вы теперь в йоге? Они говорят, ну что, мы теперь лечимся после железа. И я поняла, что в Якутске в 2017 году это было очень популярно, фитнес, йоги еще так особо не пользовались популярностью, все было закрыто как-то, все свои только ходили осознанные люди. И мне сказали, ты подожди в своем городе где-то 2-3 года, и у вас тоже эта волна придет, когда из железа будут люди уходить в маленькие студии, потому что людям хотелось больше теплоты и атмосферы. И вот так вот началась моя карьера, когда я искала часы свободные, но все было забито под фитнес. Как йога повлияла на вашу жизнь? Йога повлияла, наверное, больше 200%, скажу, что трансформационно настолько, что йога нашла меня. Не я ее нашла, она меня нашла, чтобы я стала проводником в этой жизни для моих клиентов, для моих учеников, можно сказать, которые открыли в себе ресурсы, пробудили свое тело, о котором даже они не знали. Инесса, расскажите, вот вообще в чем отличие аэро-йоги от обычной йоги? Аэро-йога нам дает больше поддержки, когда подвешивается гамак на потолок, и когда ты работаешь на шелковом оборудовании, шелковое полотно есть, как у циркачей, человек чувствует себя защищенным, он чувствует уверенность, он чувствует поддержку ту, которой ему не хватает, возможно, в жизни, потому что не у всех есть жены, мужья, семьи. Кто-то, возможно, к нам переехал из другого города, из района, неважно. И этот гамак дает чувство окрыленности,
делать на расстоянии те элементы, которые он не может сделать просто сидя на коврике, либо в тренажерном зале. Он дает то чувство легкости и невесомости, неважно, сколько ты весишь, неважно, сколько тебе лет. Человек находит каждый плюс в занятии аэро-йогой. Аэро-йога очень популярна в Европе, потому что много осознанных людей. Но и в Якутске очень много появилось осознанных людей, но многие не знают о том, что есть аэро-йога в Якутске, та, которая нужна. Многие думают, что нужна растяжка, подготовка. Ее не нужно. Самое главное – это же ваше желание и огромная любовь к своему телу, пробудить ее. А есть ли другие направления у нас в Якутске по йоге? Я ее разделила, скорее всего, на сегменты так. Аэрострейчинг, аэроакробатика. И ту, которую йогу я преподаю, есть всеядные люди, которые проходили во все студии. У нас, благо, студий не так много. И они сказали, что та йога, которая у вас преподается, ее нет нигде. Ни в большом городе, ни здесь, потому что идет работа настолько глубинная, с подсознанием, что говорить о ней можно бесконечно, но лучше приходить, конечно. А вот те люди, которые будут к вам ходить, они какой результат получат? Ну, в конце, какой эффект? Результат будет, я думаю, знаете, настолько он индивидуальный, у каждого есть свое время пробуждения именно тела. Но по отзывам, которые я слышала и которые пишут мне, у меня есть такой блокнот, в котором люди пишут собственноручно, как раньше, да, это все было. Они пишут отзывы о том, что аэро-йога – это как кокон. Настолько им дал внутреннее чувство спокойствия, вот этой вот защищенности. И, скорее всего, наверное, я сравню с тем, что они учатся слышать свое тело, учатся слышать свой внутренний голос. То есть, что я хочу, что я умею, кто я. Они учатся с закрытыми глазами видеть себя изнутри. То есть, когда мне описывают, я ложусь на кровать, и я чувствую, как мое тело ложится, да, как мои внутренние чувства настолько становятся тонкими. Они чувствуют, как ветер дует, они чувствуют, как солнце светит на них, они чувствуют каждое движение в природе. Например, недавно я видела, как воробушки купаются в лужице. Я впервые это увидела, хотя это же ежедневная процедура, то есть это обычно. Как бежит паук. Ты видишь мельчайшие детали в природе, которые происходят. Элементарно, как ты поднимаешь глаза, ты видишь деревья, насколько они красивые, насколько закат красивый, рассвет. Когда я работала на госслужбе, я этого не видела, потому что у меня было быстрее сделать какие-то вещи, помочь людям. Но ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь своей семье, детям, родителям, мужьям, женам. Но про себя как личность ты забываешь абсолютно, и это доказано на 95%. Ага, вот скажите, человек к вам пришел, и сколько ему времени нужно заниматься? Это раз в год или там постоянно надо заниматься аэро-йогой? Здесь есть такое понятие, когда есть человек получает то, что ему нужно, да, какое-то время. Кому-то нужно месяц, кому-то 3 месяца, кому-то полгода. То есть все зависит от внутреннего состояния человека. Люди ко мне сейчас стабильно, когда я в одной студии, они ходят ко мне полгода. То есть они понимают, что есть дальше прогресс. Но это становится, скорее всего, традицией такой хотя бы раз в неделю. Но можно возвращаться, то есть у кого-то отпуск, через 2 месяца они снова возвращаются и возобновляют. Это становится своего рода как принимать пищу, так же, как умываться, покупать одежду. То есть одежда – это тоже неотъемлемая часть нашей жизни. Нам же нужно купить обувь. Да, мы ее носим 2 сезона, да, 3 сезона, кто-то больше. Также и в йоге можно вернуться в какой-то определенный момент и продолжить восполнять снова энергию. Потому что мы работаем все-таки с энергией, с чакрой. Что такое чакра, спрашивают? Это инструкция к жизни. Когда у человека что-то не так в жизни происходит, в работе, в личной жизни, я называю, это означает о том, что одна из чакр вышла из строя. И мы стесняемся записывать себя на видео, выходить на сцену, говорить. Потому что внутри сидят блоки, страхи, неуверенность, которые питаются. И за счет этого человек теряет очень много ресурсов, очень много своих наверное, фантазии, которые он мог бы воплотить в реальность. То есть у каждого есть мечта,
стать по ту сторону блогером, да, рассказать о себе что-то. Есть очень много талантливых людей, но у всех страх перед сценой, я заметила. Благодаря йоге человек чувствует раскрепощенность в себе. Не в том плане, что он становится каким-то таким широким размахом, жестом, он не контролирует. Нет, наоборот, он становится осознанным. Он выбирает правильные продукты, он выбирает правильные вибрации. Я имею в виду по отношению к людям, как общаться. Да? Есть люди токсичные, которые забирают твою энергию. И человек думает, ну это нормально, наверное, так и должно быть. То есть огромная фильтрация происходит в жизни. Кто-то меняет работу, кто-то раскрывает в себе то, о чем он не знал. А как вот записаться или попасть в вашу группу? Вы, наверное, группой набираете, да, или как? Да, группы по мере наполнения, это все записывается через администратора, вот, либо можно написать мне. Ну, на самом деле, самое главное выбрать то время подходящее, которое нужно для человека. У каждого темп жизни разный, кто-то любит вечером, кто-то утром. Поэтому индивидуально можно все подойти. И занятия могут быть не групповые, могут быть индивидуальные. Также и начинают, конечно же, у нас дети ходить. Меня очень радует, что приходят дети с мамами, с папами. У нас пришла осознанность настоящая, именно та, которая сейчас нужна. Мы устали уже от того, что вечно нужно спешить, опаздывать. У нас все расписано по тайм-менеджменту, да, как говорят сейчас. У нас очень много стало воды, я имею в виду того, что много информации. И люди начинают путаться, да, от того, что где выбрать качество, правильную информацию. И поэтому нужно обращаться к тем людям, которые любят свою профессию, свой бизнес, можно сказать, свое детище. Благодарю тебя, Инесса, что нашла время с нами побеседовать, поделилась таким опытом. Поэтому, если есть желающие, да, открыть свои чакры и заниматься йогой, подписывайтесь с ней, ссылка будет под видео, или звоните ей по телефону. Всем пока!